Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Нагадваю, што глядзець трансляцыю можна праз сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Аднакласнікі, Фейсбук, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія вераць. Дмітрый Кайгародаў, SEO праекта Куол. Прывітанне, Дмітрый. Привет. Ці, відаць, дакладнее сказаць, былы SEO праекта Куол. Былога проекта, да. Былы SEO былога праекта. Дмітрый, скажыце, ці сумуеце вы па тых часах, калі працавалі на Куол, і ці ўвогуле для вас гісторыя гэтага праекта, гэтыя гады выклікаюць сум? Философско-гуманитарное пытание, але с такого почнем. Ну, о некоторых вещах я, наверное, точно грущу, а некоторые, наверное, надо вперед идти. Ну, зразумела, што мы ўсе сябе матывуем так, да, трэба ісці наперад, што было, то было, і гэтак далей. Вось, стартап скончыўся, гэта першы, дарэчы, у нашай студыі такі выпадак, калі мы запрашаем чалавека, які закрыў стартап. Вось. І, я не ведаю. Калі я чую про гэта сумна. Ну, мне стало очень понятно, что нужно закрывать, и у меня не было даже в момент закрытия никаких вот плохих чувств. Я пошел с бизнес-партнером, с кофаундером, мы поговорили, я рассказал, что почему. Вы пошли у кавярню? Мы пошли просто в комнатку отдельно выйти поговорить. И в отдельную переговорку. И там вот обсудили все. Я рассказал, что как я вот думаю. Ну, и то есть решили закрыть. Я адразу прыгадаў серыял «Картачны домик», і там у Белым доме ёсць месца на лесвіцы, такі запасны выхад, куды ўсе... І там прымаюцца самыя важныя рашэнні, самыя важныя перамовы, вот неформальные. Везде должно быть такое место, да. Слушай, это все в Имагуру происходило? Да, это все в Имагуру. А где в Имагуру такая комнатка, чтоб мы знали? Я патлумачу, пакуль Дмітрый думае, што Юлія працуе ў Имагуру, гэта мінскі стартап-хаб. Я думаю, што ведае там усіх комнаткі, дакладна. Да. Бывал ва ўсіх, акрамя, відаць, мужчынскай прыбіральні. Магчыма, это была яна, потому что Юлия не ведае про такую комнатку. Нет. Нет, это небольшая комната, я даже не знаю, как она называется. И там она практически всегда свободная. Это между большим вот залом на втором этаже. Значит. Да, наверное. Ну, ясно. Давайте вернемся на 4 гады таму, ці можа нават ужо крыху больш, калі стартап Куол пачынаўся. Распавядзіце, як вы прыходзілі да гэтай ідэі, што гэта быў за інструмент, як вы вывучалі на той момант рынок, калі гэта было, як падыходзілі да пачатку праекта? Да, вначале была такая идея сделать инструмент для разработчиков, чтобы они могли легко разобраться в каких-то технических проблемах с сайтом, например, с каким-то веб-приложением. То есть мне этого инструмента очень не хватало самому как разработчику, и казалось, что просто кто-то должен это сделать. И, может быть, сложно это сделать технически, но обязательно будет большой успех у того, кто это сделает. Вот. Оказалось, что все не так просто. Проект паўстаў з вашых асабістых, з вашага бачання таго, як... Вот так вот был какой-то первый публичный релиз, первый старт. И они восприняли становче проект. Да, было очень положительно. Они приняли очень положительно, но никто на настоящем проекте не стал использовать, хотя я ходил в компании разные, где они работают, разговаривал с ними, предлагал использовать, и все время что-то вот не сейчас у них был ответ такой. Вот. Такой был старт проекта. Цікаво, что прыкладна такую гісторыю распавядала Дар'я, якая была тут, да, яны запусцілі свой праект і пачалі чакаць, да, калі ж прыйдуць кліенты. Прыйшлі, але вось ім пашанцавала, я так разумею. То бок праз нейкі час яны ўсё ж такі змаглі ўпэўніць пэўную колькасць там людзей зацікавіць у гэтым праекце. У вас атрымалася так, што не знайшліся? Не, у нас были установки, у нас были пользователи, но сделать
значительно, действительно, ту задумку, которая была, польза и такой вот интерес, рынок, бизнес сделать, вот этого не получилось. Тут была некая планка, якую трэба было дасягнуць, каб сказаць, ну вот, поспех. И до этой планки вы не дошли. Да, разные параметры, там, финансовые, по пользователям. Но анализируя сейчас, на твой взгляд, ошибка была в том, что, скорее всего, вы придумали эту проблему, или же ошибка была в том, что вы неправильно рассчитали там затраты на маркетинг, сейлзов не приобрели и прочее? Я не могу сказать, вот, что это была прям ошибка-ошибка. Скорее, мы, наверное, не на тот рынок пробовали выйти. Вот, я думаю, что зря мы вообще в целом ориентировались на белорусский рынок. То есть здесь в целом как бы не принято закупать какие-то технические инструменты часто. То есть нужно было, мне кажется, идти куда-нибудь на Запад или вообще там стартовать даже это все. Скорее всего, даже в долине, там, где разработчики — это, так сказать, короли и цари. Вот, я думаю, что там очень хорошо воспринимаются разные инструменты для разработчиков. Там это хороший сформировавшийся рынок. А калі вы гэта зразумелі? Зараз, ужо аналізуючы постфактум, ці на той час таксама была гэтая думка, але... Ну, было понимание, что там легче, но не было понятно, наверное, насколько легче, и все-таки, может быть, можно отсюда сделать. Слушай, ну вы ведь проходили акселерацию в старте, это акселератор в Нью-Йорке, Нью-Йорк — финансовая столица. Наверное... То есть вы были на рынке США? Это финансовая столица, да, но это не столица в плане там разработки программного обеспечения. То есть в Нью-Йорке разработчик — это как бы человек третьего сорта. Наверное, но тем не менее, вы были уже в США. Да. И вот и почему? Нужно было ехать, наверное, в долину и там просто бомжеваться, как-то выживать, что делать. Ну вот не сделали так. Бомжевались в Нью-Йорке вместо этого. Скажите, а ў Нью-Йорк вы яшчэ трапілі з першапачатковай ідэяй Да. Qual? Да, и инструмента я бы сказал, что она немного поменялась в Нью-Йорке. Ну, вось читаю анонс, які даслала Юлія для праграмы. Потым каманда змяніла фокус і засяродзілася на працы з інтэрнэт-крамамі. Як гэта было ізноў жа? Ну, нам цікава вось... Как это все происходит? Досвід, да, человека, які гэта ўсё робіў. Мы получили... Разные люди в Нью-Йорке стали гораздо более реалистично относиться к продукту, ко всему, и они стали ставить в продакшн. То есть здесь это нам было сложно получать клиентов, которые действительно используют, часто потому что здесь много проектов аутсорсинговых, и они не совсем отвечают за вот, ну, то, чтобы поставить что-то в продакшн, выпустить. И получается, с ними тяжело было договариваться. В Нью-Йорке, то есть очень быстро и очень легко происходили вот продажи, то есть люди очень быстро и легко ставили, даже часто неожиданно для нас, то есть какие-то, когда у нас были разговоры о том, что они протестируют сначала, потом выпустят, то есть они выпускали сразу вместе с нашим инструментом, то есть это было, ну, даже как-то рискованно и ответственно очень для нас. Но все прекраснейше работало, ну, относительно, то есть в целом лучше даже, чем мы ожидали. И оказалось, что этим нельзя полноценно пользоваться, потому что у людей очень-очень много данных, а у нас записи отдельных сессий пользователей, и, соответственно, то есть в них просто нельзя разобраться, потому что люди часто заходят, закрывают что-то, то есть и непонятно, то есть просто фантастическое количество данных, которые нельзя нормально воспринять никакому человеку. Вот, оказалось, что нам нужно эти данные как-то группировать, объединять, анализировать важность, вот эти разные вещи такие, что не являются критическими для продукта. Вот, и почему идея возникла, что интернет-магазины, с одной стороны, они как раз и устанавливали, а с другой у них есть очень понятный процесс пользователя от того, что он посетил каталог, посмотрел какой-то продукт и до покупки. И, соответственно, если мы можем смотреть, как человек идет по этому процессу, мы можем собирать разную статистику. Поэтому и, ну, в общем, была идея, что мы сможем на этом сделать, помочь магазину больше зарабатывать. Но вот оказалось, что как раз вот именно эта идея, она не работает. То бок вы паспрабавалі памяняць фокус, але вот гэтая ідэя, вось тут уже была помылка. Я бы сказал, что ошибка была в том, что интернет-магазины, они часто, ну, технически довольно простые инструменты, и у них нет критических проблем, которые мы можем обещать им, что если они их исправят, то они получат выгоду. Вот поэтому... А еще один пивот сделать?
Да, можно было Или что-то уже не было делать, сил? продавать как страховки, что-то еще, но всегда есть тоже такой вариант, что, может быть, проще что-то новое начать, чем старое как-то пытаться домучиться. Вот, я решил, что проще все-таки что-то новое стартануть, потому что просто ради того, что проект не умирал, то есть у меня идеи такой работать нету. То есть есть идея, чтобы сделать успех, но в целом нужно, мне кажется, много всего пробовать, и не все работает, но нужно пробовать, и много что нельзя предсказать. Цікаво, што мне здаецца, што для Беларусі ваша гісторыя выглядала как вельмі паспяховы кейс. Вы з'ехалі за акіян, здавалася, обосновались там. Ну, если кому-то хочется за океан съехать, так это просто сделать, не обязательно стартап делать. Ну, ладно. Что нужно, чтобы сварить суп? Целеустремленность, больше ничего. Шмат. Напрыклад, умение высекать огонь с 2 каменчиков хотя бы. Все остальное можно научиться, раздобыть где-то кастрюлю и суп и овощи. Мы пачалі з таго, што вы сышлі з фаўндарам у пакойчык і пагутарылі там пра будучыню. Што ён вам адказаў? Вось што яшчэ цікава. Ці быў нейкі супраціў? Ці былі вось гэтыя спробы, як вы кажаце, упэўніць вас дамучыць, да? Зрабіць яшчэ адзін паварот? Ці ўсё адбылося вельмі хутка, и он погодился? Мне кажется, я был самый упрямый из проекта, и когда я уже сказал, что это было уже все. Слушайте, как таковая проблема была в том, что вы не росли, у вас не было клиентов, да? Или вы не могли, был низкий, вас не устраивал вас цикл продаж, то есть вот в чем была проблема? Да, это хороший вопрос. Самое главное — это сделать что-то ценное для людей. То есть дальше оно как бы и растет, и, то есть и продается, и все остальное. То есть это самое главное. У нас не удалось сделать ценное. Что мы предполагали, что у нас будет ценное? Мы находим ошибки, какие-то проблемы технические, и если их исправляет интернет-магазин, то он зарабатывает больше денег. То есть идея была простая. Мы анализировали финансовые данные поведения пользователя в магазине и когда происходят технические ошибки. Их обычно очень много, на них не обращают внимания, и никогда непонятно, какие из них важны, какие нет. Идея у нас была, что мы сможем отфильтровать ошибки важные от неважных. И мы это успешно сделали, такой инструмент, но оказалось, что в магазинах нет технических таких больших проблем. То есть они, в принципе, если у нас было пару кейсов, когда было такое, то есть они исправляли, и все равно у них встает вопрос, за что вам регулярно платить каждый месяц. То есть цікава, то бок да, вы сваю працу зрабілі, і не атрымліваецца нейкую абаненцкую паслугу прадаць, сапраўды платіць кожны месяц. Это стандартный способ оплаты, но... то есть корреляция была не настолько большая. Да, если нету инструмента, который вот просто вытягивает, рынок его с руками вытягивает, если ты не создал чего-то такого суперценного, то это значит, что... то есть его сложно продавать. Конечно, если бы это была американская история, там есть компании, которые менее полезные продукты делают, чем мы, там прекраснейше работают селзы, у них прекрасно настроен маркетинг, у них много денег, как бы они могут продавать. Если, Или вы были тут? При этом продукт у них часто не очень полезный, и когда мы разговаривали с клиентами, то есть они говорят, мы используем вот это, но оно практически бесполезно. Але ж карыстаемся. Да. Сябры, нам час перарвацца на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і Белбіз пра адзёрскіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў. Дмітрый Кайгародаў у нашай студыі, Юлія Нехай з партала Белбіз. Пачуемся праз некалькі хвілінаў. С неба вернулся брошенный камень, было одним, стало другим. Долго цепи. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Мінабароны России хоча збіваць пасажырскія самалёты, парушальнікі мяжы, паведамляе Радыё Свабода. Паводле з дакументаў, якое падрыхтавала Мінабароны России, пасажырскія самалёты можна будзе збіваць, калі яны не рэагуюць на папераджальныя сігналы і папераджальныя агоні. Пры гэтым іх пралёт пагражае масавай гібеллю людзей, экалагічнай катастрофы альбо нападам на стратэгічныя аб'екты. Як менавіта збіраюцца вызначаць наяўнасць такіх небяспек, у дакуменце не гаворыцца, крытэрыі размытыя. Таксама расійскія ўлады сабраліся сачыць за сваімі грамадзянамі праз нумары і мадэлі смартфонаў. У Расіі збіраюцца рэгістраваць імя і коды ўсіх тэлефонаў грамадзянаў, такім чынам ведаючы не толькі нумар карыстальніка, але і мадэль ягонага тэлефона. Падобную практыку паўсядзённага сачэння і закручвання шрубак ужо ўвялі ў Казахстане, недалёка да яе ў Беларусі. З нядаўна адкрытага моста ў Жыткавіцкім раёне звалілася машына. Мост праклалі сёлета ў лістападзе праз раку Случ паміж аграгарадком Ленін і вёскай Нова Ленін. Зараз звалілася машына, якою кіравала дзяўчына. У аўто лопнула кола і машыну занесла пад мост. Да з'яўлення ж гэтага моста мясцовым жыхарам даводзілася рабіць круг у 30 кіламетраў, каб трапіць на процілеглы бераг Случы. На выходных у Беларусі пацяплее, асабліва гэта тычыцца нядзелі. Тэмпература паветра ў дзень сягне 2 градусаў цяпла. Што ж тычыцца гэтай начы, то будзе 13-18 градусаў марозу. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, праект, які прызначаны для таго, каб прывітанне Юлія і Дмітрий Кайгародаў, экс-CEO праекта Cool. Прывітанне яшчэ раз, Дмітрий. Cool, дарэчы, правильно? Да. Добра. Но американские наши разные товарищи начали говорить его как cool. И довольно прикольный тоже способ. Это cool. Какое-то финское, мне кажется, такое а-ля финское название. У прынцыпе, мы, мне здаецца, у першай частцы праграмы амаль закрылі тэму кола, але ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія, дарэчы, агучыла Юлія. Юлія, перадаю вам слово Дмитрия. Да. Ну, у нас возникла такая небольшая полемика по поводу того, ну, то есть стартап привлекал инвестиции, он прошел 2 акселерации, одна из них на условиях equity. И вот что такое equity? Это когда акселератор либо фонд берет, ну, фонд, конечно, берет, а акселератор может брать долю в компании, может не брать. И то есть именно такую акселерацию, когда акселератор берет долю в компании, проходил Cool. Вот, и у нас возник вопрос, можно ли было все решить деньгами? То есть если ты нашел инвестиции и вот еще один пивот сделать, то есть как вот, Дима, ты видишь это сейчас? Ну, вообще инвестиции бывают, я бы сказал, 2 типов. Один тип — это если все вкладывается в масштабирование, в рост. Второй тип инвестиций — это когда вкладывается в поиск. Поиск чего? Поиск масштабируемой бизнес-модели. То есть когда можно потом инвестировать и получить что-то очень большое. Естественно, что поиск — это гораздо более рискованный вид инвестиций на более ранних этапах. Ну, в целом предпринимательство такая вещь, что там ничего нельзя гарантировать, да, то есть влить денег и чтобы что-то получилось, так не получится. То есть гарантий никаких нет. И даже успешные бизнесы, мы знаем гигантские компании, которые закрывались, разваливались. Вот я думаю, что деньгами все залить нельзя, но можно увеличить шанс того, что получится успешно. Ну, у вас были шансы, если бы ты нашел вот... Ну, скажем, я в основном больше всего денег потратил на это все мероприятие. Это я сам, своих личных денег. Вот. Я думаю, что помогло бы быть в целом в долине все это делать, потому что был бы гораздо ближе рынок, и в том числе и гораздо ближе также были бы инвестиции, и гораздо была бы ближе экспертиза людей в этой индустрии, в разработке программного обеспечения, инструментов для разработчиков. Вот эти вещи бы очень помогли. Просто деньги, наверное, бы тоже помогли, но, не знаю, в принципе, наверное, можно было бы еще деньги поднимать, если бы я думал, что стоит продолжать. А как вот дальше строятся коммуникации с инвесторами, которые уже вошли? То есть вот, ну,
я знаю про Старту, например, да? То есть вот вы с кофаундером поговорили в Нью-Йорке, а потом написали в Старту, типа, привет, ребята, вот мы тут посовещались и решили, то есть вот как это все происходит обычно? Ну, я одразу уявляю людей с паяльниками таких. Они знают, что там деятельность закрывается. Вот у них, они берут 10 стартапов и надеются, что один все-таки будет успешный. Ну, то есть, как бы, если кто-то закрылся, они такие, так, нужно поставить галочку. То есть вообще никаких обязательств нету? Мы привыкли тут... Да. Нема людей с паяльниками. Ну, то есть люди, ну, и вообще желательно работать с людьми, которые понимают, что делать. Есть люди, которые, о, классная идея, давай я там инвестирую, дам тебе денег, что такое. То есть я сразу говорю, 90% проектов, ну, то есть проваливаются, ты знаешь. Ну да, конечно. То есть многие говорят, типа, да, ну, там такая хорошая идея, все. Ну, обычно я не стараюсь не работать с людьми, которые не понимают, что они делают. Мне здаецца, што ёсць людзі, ад якіх, ведаючы, што 9 з 10 праектаў правальваюцца, нават страшнавата браць грошы. Вось. А яшчэ мне трапляліся інвестары, якія казалі што-небудзь, ну, нешта такое накшталт. Ну, я ўкладу, але і ты ўкладзі. Вот калі ты свае грошы ўкладзеш, я больш, да, вось, але толькі пры умове, што ты таксама рызыкнеш са мной. Ну, люди очень разные бывают, и на начальном этапе очень большая часть это какие-то личные договоренности, какая-то логика такая, типа интуиция, стоящие это люди или нет. Кстати, вот я недавно буквально писала про чилийский акселератор. Наш стартап проходил там акселерацию, и у них действительно требования, они не берут долю, они дают деньги, но ты тоже должен вложить какую-то сумму, там, по-моему, 10-я часть вот этих инвестиций, которые они дают, для того, чтобы подтвердить, что ты веришь в свой проект. И надо понимать, что это не $500, это $1000, ты должен вложить из своего кармана. Ну, я своих денег больше потратил, поэтому... Откуда у тебя были деньги? Извини за нескромный Ну, я вопрос. работал разработчиком. То есть ты совмещал стартап и работу основную? Ну, и до этого я работал разработчиком, как бы какие-то были сбережения. А як вы думаеце, Дмітрый, ці абавязкова мець нейкі бэкграунд за спінай, каб уваходзіць у гэтую стартап-гісторыю? Просто пажадана. Наколькі б вы сябе адчувалі менш камфортна, калі б ведалі, што рызыкуеце апошнім, што не атрымаецца разлічыцца, не ведаю, с теми, с кем треба различиться? Ну, мне кажется, нужно оценивать риски. Стартап, история вся это вообще про... Ну, то есть ты оцениваешь риски, что что-то не получится, как ты пытаешься реалистично оценивать вещи. Вот, ну, все вокруг этого. Если ты просто последнее пытаешься... Если такая... Люди, когда проигрывают во что-то очень сильно, то они начинают делать очень необычные... Квартиру. Да, действия, чтобы... Поставить. То есть это плохое очень поведение, то есть нужно понимать, что ты делаешь вообще. То есть очень желательно, особенно если ты занимаешься предпринимательством, потому что это очень опасно. Да, я чуў раней, што рэкамендацыі такі, што зараз все открываются кавярні, шаурмячныя і так далее. І адзін з людзей, які займаюцца гэтым, казаў, што нельга открываць на апошнія. Не ризикуйте своими опошными грошами. Со стартапами, видать, такая же самая история. С инвесторами тоже. Я думаю, что тоже кофейни тоже, я думаю, много их закрывается. Не знаю статистику, сколько их закрывается. Абсолютно натурально. Поэтому в целом предпринимательство такая штука. В центре Минска мы зараз назираем этой истории. Каждый день вывески меняются. То одни, то іншие. Только вывеска Имагуру уже долгий час застаецца на своем месцы. Да. Але гэта не кавярня. Да, прабачце, што перабіў. Можа, паговорым пра жыццё пасля стартапа. В принципе, у нас есть такое пытанне ў анонсе. Чыста псіхалагічна, як вы ўспрынялі гэтыя змены, увогуле, ці надоўга зацягнуўся нейкі пераходны период? Ці уратавала вас праца от депрессии и меланхолии? Ну, у меня, на самом деле, затянулся, да, довольно сильно переходный период. Я хотел просто пойти на какую-то работу, но разные стартапы мне стали предлагать работать, и часто у них были хорошие условия. Я пробовал поработать с разными людьми, с разными компаниями. В общем, в целом, вот именно делать стартап у меня не получилось. Ни с кем договориться ну, наверное, не знаю, может быть, у меня слишком много амбиций стало. Вот. Но сейчас я работаю в Билхарт Академии и веду курсы по продакт-менеджменту. Разработал курс по продакт-менеджменту, делюсь опытом, который вот как раз
разный был с запуском своих проектов, с запуском в том числе Qual. Скажите, а Qual — это добрая рекомендация ці дрэнная для наступных потенциальных Я думаю, працадаўцаў? что смотря для кого как. То есть есть люди, которые не любят риск в целом, окей, тогда для них это точно плохая рекомендация. Если те, кто понимают, что им нужен человек с таким предпринимательским характером, который будет сам что пробовать, который будет спрашивать прощения, а не разрешения, то, значит, это хорошая рекомендация. Ну, есть вядомая показка про биржевого брокера, які прыняў невернае рашэнне, прайграў там на биржы мільён, умоўна кажучы, его выклікае начальнік. Ён ідзе як на разнос, ему кажуць, ну, мы повышаем вам заробак. Ён кажа, что такое? Я не разумею, что адбываецца. Да, ему кажется, ну, вы теперь каштуеце на мільён даражэй, таму, значит, больше $1 миллион ваше образование. Да, есть досвед, есть помылка. Ось, і гэта цікавая думка, што нават стартап, які зачыніўся, ўсё роўна працуе на тых людзей, якія у ім былі. Значит, жыццё не сканчаецца. Да, я попробовал устроить вот ребят, которые у меня работали. Ну, то есть мне удалось большинство людей хорошо устроить. Ну, то есть и они застались тут, да, Нью-Йорк, да. Все ж таки. У нас как-то была такая патриотичная команда, скажем так, у нас. Для нас вот поехать в Штаты, что-то такое делать, скорее это было такой типа компромисс. Окей, ладно, если это надо для бизнеса. Ну вот насколько вообще бывшие фаундеры интересны белорусским IT-компаниям, учитывая, что сейчас уже такой большой вектор на развитие продуктовой модели? Я думаю, теоретически они, ну то есть это очень интересно людям, то есть как бы они вроде хотят, но очень часто они боятся, не понимают, что нужно делать, и они часто не готовы пойти на те вещи, которые нужно делать, чтобы переходить к какой-то продуктовой вещи. И даже те, кто переходит, например, даже в EPAM есть множество внутренних проектов. Я вот ходил на конференцию большую у них, и я смотрю, что у них много зомби-проектов, которые по 4-5 лет просто существуют. Зомби? Да, и там работают десятки людей, и то есть они уже, ну то есть они даже не пытаются выйти на рынок, они просто продолжают что разрабатывать, когда уже выпустили крупные компании такие продукты, ну то есть это просто зомби-проекты, когда-то это была идея в принципе неплохая, они не успели, не смогли продавать, ориентироваться на рынок, и вот у них зомби-продукты такие есть. Ну, соответственно, требуется большого количества усилий, то есть отчетность, оценка рисков, многие такие вещи, то есть, но просто компании эти не привыкли совсем так работать. Обычно рекомендация — это выделять такое направление для research, да. Но в целом, как бы это нужно приходить, все это делать. Я пробовал, кстати, тоже пробовать им помочь что-то делать, но, в общем, пробиться даже через все корпоративные эти лабиринты у меня не получилось. Ну, может быть, я не очень пытался, но сейчас вот Билхард Академия, мне очень нравится, какие у них инициативы, тоже стартап-лабораторию я бы помогал открывать, и стажировку для студентов, чтобы это была настоящая стажировка, где они настоящие проекты будут делать не для заказчиков, а именно такие стартап. То есть мне очень нравится, что там происходит сейчас. Посмотрим, что получится. А на што разлік цікава ва ўтрыманні гэтых зомбі-праектаў? На тое, што ўсё ж такі падчас нейкай працы, нават і незапатрабаванай зараз адкрыецца нейкае вакно, знойдзецца нейкая ніша ці тэхналогія, ці это просто инерция? Это просто инерция. Это просто инерция. Проект когда-то открылся, чтобы его закрыть, нужна чья-то инициатива волевая. Проектов таких, ну, может быть, несколько. То есть это просто по инерции не развивается. Тут нету никакой задумки держать какой-то проект с какой-то хитрой мыслью. То есть просто есть большая организация, в которой что-то происходит. Но они ведь могут в рамках этого проекта, допустим, как-то проводить обучающие мероприятия для вот, обучения какой-то технологии. Для этого тоже должно произойти какое-то волевое решение кого-то, организовать это, сделать. То есть, ну, в целом это вполне может работать. Большая компания может быть инновационной, это вполне может быть. Хотя это, конечно, вызов. То есть для маленькой компании тяжело быть хорошо организованной, хорошо оценивать риски, делать акцент на менеджменте, на подотчетности. А для большой компании тяжело быть инновационной. Для этого стандартный способ — это выделить направление, это для него поставить совершенно другие ключевые индикаторы эффективности и смотреть, чтобы это все развивалось. Да. Да. Когда я сразу зашла в студию, мне вот так вот бросилось в глаза, как ты хорошо выглядишь. Такой Ой, спасибо. Розовенький, весь улыбающийся.
Да, то есть когда Бок праца на корпорацию идет на пользу, людям. безусловно, да. Но тем не менее, все-таки вот несмотря на то, что сейчас все здорово, и для тебя как семейного человека это тоже, я думаю, очень важно. У Димы 2 детей, между прочим. Для супруги очень важно, конечно, стабильность. Хотя она очень толерантно к риску относилась, и спасибо ей за поддержку, за моей жене Лесе. Привет, Леся, если смотришь. Вот, и тем не менее, все-таки есть ли у тебя мечты какие-то по поводу вот нового проекта, и как сейчас ты бы вот выстроил маршрут вот движения, то есть как бы ты анализировал вообще саму проблему, как бы ты подходил к анализу рынка и дальнейшее развитие, то есть идти в акселератор, либо обратиться к бизнес-ангелам, тестировать не на рынке Беларуси, а, допустим, в Прибалтике. Прибалтика, ну, или северные страны. Ну, что бы ты делал? Первое, что касается рынка, только США. Ну, тоже зависит от проекта. Не только США, допустим, еще Китай. Угу. Но если какой-то инновационный продукт, только на эти рынки у нас... Рынок такого масштаба. Это большой рынок, и очень важно, что он часто готов принимать новые технологии. То есть на, вот, например, нашем рынке, на восточном рынке часто есть компании, которые агрегируют множество продуктов, они эти продукты продаются с большой скидкой еще к тому же. Люди даже не хотят покупать облачные части решений, не покупают, хостят эти решения, то есть, например, Bittrex. То есть это такие вот пакеты большие, когда тебе продают все вместе, то это уже часто признак того, что рынок совсем не инновационный, даже отстающая часть рынка. Вот. И я думаю, что нужно на США ориентироваться. Проблема. Ну, то есть у меня есть какие-то идеи, мы в лаборатории это работаем, думаем, делаем что-то. Ну, то есть акселератор, ну, не знаю, еще один акселератор, может быть, Y-комбинатор был бы интересен, остальные, наверное, не очень. Сейчас я больше отношусь к тому, что деньги, они действительно могут закрыть большое количество рисков. Вот просто акселератор, который делает фокус на какой-то там трекинг, на обучающее что-то, то есть это, наверное, не очень интересно. Нетворкинг нужен. Нетворкинг, да, финансы, вот это интересно. Может быть, есть, может быть, те, кто могут помочь с рынком, да, то есть у кого много партнерств, возможно, какие-то специфические рынки, например, телекоммуникации. Ну, то есть я в телекоммуникациях не работаю, но если кому-то нужно именно партнерство, то тоже может зайти. Но в целом, я думаю, что это очень классическая, обычная схема. Сейчас мне очень нравится, что сейчас довольно все стандартизовано, понятно, отработано. То есть в Штатах уже сотни лет есть фондовые биржи, правила сформировались хорошие. Я думаю, что мне очень нравятся вот эти наилучшие практики, best practices, которые есть. Я так сейчас подумала об этом буквально, да. Думаю, что тут не нужно искать какие-то новые странные вещи. Трэба браць, што ёсць. На жаль, час стартапніцы скончыўся. Мы ў эфіры амаль 40 хвілінаў, і я думаю, што гэта дастаткова. Калі у нашых слухачоў, у нашых гледачоў ёсць вопросы да нас з Юліяй ці да Дмітрыя, іх можна задаць у каментарах пад трансляцыямі. Я думаю, што мы ўсё перададзім і паспрабуем на ўсё адказаць. На гэтым ўсё. Мы размаўлялі пра негатыўны досвед стартапа, які ўсё ж такі быў праз некалькі гадоў працы над ім закрыты, але, як мы высветлілі, і негатыўны досвед ўсё ж такі можа працаваць на тых, хто гэты стартап распрацоўваў і хто ім кіраваў. Дмітрий Кагародаў быў у нашай студыі. Дзякуй, Дмітрий. Да пабачэння. Рэдактарка Bell.biz Юлія Нехай. Дзякуй, Юлія. Дзякуй. Стартапніца сканчаецца. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.